Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 10 августа. Это среда у нас будет. Мы с вами смотрим все знаки на вот такой колоде «Цыганский пасьянс». Название, если кому-то интересно. Так, Овны. Начинаем с Овнов. Поехали. 10 августа, среда. События для Овнов. Покажите мне, что будет происходить у них в этот день. Овны. Сразу же вижу у вас весы. Весы — это колебания, сомнения, да, когда вот есть два варианта и нужно выбирать. Череп. Череп — это у нас тема здоровья, тема медицины. То есть, возможно, вы будете заниматься своим здоровьем, да, посещать там поликлинику, лабораторию, либо может просто что-то беспокоить по здоровью. Иногда еще череп проигрывается, как, допустим, идем там к какому-то врачу, да, к стоматологу, да, или идем к косметологу, например. То есть занимаемся собой, своим здоровьем, своей внешностью. Прибыль, финансовые поступления. Выбор, кстати, может быть, кому идти, да, то есть в какую там больницу или к какому врачу. Удача. Удача, везение. Да, смотрите, и корона выпадает. То есть корона — это какой-то очень важный, влиятельный человек. То есть, например, там учитель, да, врач, судья, налоговый инспектор, да, ну и так далее. То есть вот очень похоже на то, что это будет врач. Успех, лавровый венок, венок победителя. Да, то есть вы что-то для себя, кого-то побеждаете. И разлука еще может быть. Показывает, ну, то есть вы встретились с этим человеком и расстались. Так, теперь смотрим, значит, свиток нельзя. Здесь нет, здесь нет, нет. Мы смотрим строго горизонтали и строго вертикаль, вот эти крайние карты. Здесь нет, здесь нет. Рыбу нельзя. Нет, и здесь нет. Я не вижу по периметру для вас совпадений. Получается, значит, у вас в этот день вы стоите перед выбором с утра, у вас будут финансовые поступления, вы будете заниматься здоровьем, удача, везение вам сопутствует, успех, очень результативно пройдет день. И также еще будет встреча с каким-то важным, влиятельным человеком, и, ну, вы встретились и расстались, разлука. Вот такая информация для вас. Овны на среду. Благодарю за внимание и переходим дальше к тельцам. Тельцы. 10 августа. Августа, среда, события дня для тельцов. Покажите мне. Нерешенное дело какое-то у вас может быть в среду. Надежда, да, но надежда есть на то, что вот хочется очень, да, чтобы оно решилось, а оно вот никак не решается у вас. Дорога, может быть, поездка. Общение с другом, подружкой.
Флаг нельзя. Здесь нет. Так, смотрим. Здесь я сразу вижу солнышко. Радость, да, хорошее настроение, радость. Здесь подарочек есть. То ли вы дарите подарочек, то ли получаете. Возможно, вот как раз настроение будет связано как-то с этим подарком. Смотрим. Ага, и здесь тоже есть. Так, ну делаем перестановку. Хорошие новости. Шарики. Очень радостные какие-то новости. Смотрим теперь здесь. Здесь нет. Нет. И здесь нет совпадений. Значит, получается, у вас в этот день с утра будет отличное настроение, подарок, придут какие-то позитивные новости. Может быть нерешенный вопрос, да, вот, ну, какой-то вопрос не решится, если вы планировали что-то решить, но, скорее всего, что нет, потому что должны были выпасть ножницы, да, то есть ножницы тогда говорят, да, мог бы быть нерешенный, но решится, но ножницы не выпали, поэтому, наверное, не получится решить. Может быть поездка в этот день и общение с друзьями. В общем, у вас один-единственный минус – это вот этот нерешенный вопрос. Ну, ничего, решится в другой день. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Сейчас я тут наведу порядки. Все перемещала. Так, смотрим дальше. Близнецы. Десятое августа, среда. События дня. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Так, у вас первое, что вижу, сразу конфликт может быть с кем-то, прям с утра. Причем конфликт серьезный, видите, мечи, да, это когда вот остро, все будет остро. Получение информации, новости. Скорее всего, придет либо на электронную почту, либо на телефон, смс. То есть это электронная новость, да, когда нам не кто-то рассказывает, а мы где-то ее читаем. Свидание может быть. Или если у вас свидания не может быть, тогда это просто какая-то приятная встреча. Исполнение желания. Очень редко выпадает цветочек. Вот видите, у вас выпал. Так, дерево нельзя. Угу. Смотрим теперь с вами горизонтали и вертикали проверяем. Дорога нельзя. Здесь нет. 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 Нет, я у вас не увидела больше совпадений. Получается, у вас 4 события. Первое показывает, ну вот единственный минус у вас с утра может быть какой-то конфликт. Опять же, да, вот зная это, можно избежать всегда. Если вы видите уже, да, что начинается повышенный тон, да, вот, то как-то можно это все пресечь и не доводить до поножовщины, да, так сказать. Дальше смотрите, получение информации, новости, приятная встреча, свидание и исполнение желаний, да, то есть остальные события просто чудесные. Вот такая информация для вас, близнецы. Благодарю за внимание и перехожу дальше к ракам. Смотрим сейчас, что у рачков будет. Так, раки. 10 августа, среда,
События дня для раков. Покажите мне, пожалуйста. Августа, среда, раки. Ну что, смотрим, раки, что у вас. Ключик, прекрасно. Смотрите, сразу же первым событием ключ выпал. Ключ — это все в ваших руках, да, то есть, ну вот как ключик. Ключиком можно открыть любую дверь. Да, то есть это говорит о том, что все будет легко удаваться, получаться. Двери, которые были закрыты, могут открыться. Да, например, вы там бились, что-то делали, не получалось. Да, благодаря ключику легко все будет выходить. Возможности иногда показывает. Еще бывает проигрываться как ключевой день, то есть какой-то очень важный день, иногда указание. Особенно когда первым выпадает, говорит, день какой-то будет, ну, очень важный для вас. Прибыль, поступления финансовые. Чемодан, разлука. Вы можете с кем-то расставаться в этот день. То есть, ну, как будто, например, провожать. Это расставание временное, это не навсегда. Неприятность может быть. И якорь показывает из-за неприятности, да, то есть вы вынуждены остановиться. Якорь — это остановка. Что-то вас задержит по якорю. Хорошие новости. Угу. Так, смотрим. Подарок нельзя. Здесь нет, нет. Нет, я больше не вижу. Получается, у вас будет ключик, показывающий, да, что вот у вас большие возможности, все получается. Так что даже если произойдет неприятность, возможно, благодаря ключу, да, она будет смягчена. То есть, ну, как бы быстро все разрешится. Значит, дальше идет прибыль, идет с кем-то расставание, хорошие новости. И вот единственный минус — это неприятность, которая вас как бы или задержит, или остановит, да, то есть когда якорь, да, то есть вы вынуждены будете бросить якорь из этой неприятности, где-то задержаться, зависнуть, так сказать. Ну вот как-то так, раки. Так что будьте осторожны, может быть, удастся избежать. Если мы в этот день, да, когда выпадает неприятность, себя контролируем, там, перепроверяем постоянно, да, то есть за всем следим, то иногда вот даже удается избежать этой неприятности. Хорошо, благодарю вас за внимание, все вам показала, рассказала, и переходим ко львам. Левушки. Десятое августа. Августа. События дня для льва. Обман. Смотрите, первое, что я у вас увидела, это обман. Могут обмануть в этот день. Надо быть вам осторожными. Удача. Подкова. Что-то у вас как-то событий не выпадают. События. Корона. Общение с представителем закона власти.
чемодан нельзя. Так, и я проверяю горизонтали, вертикали еще. Верность еще есть. Лебедь показывает верность. Это гармоничные отношения в паре. Возможно, вы вместе парой пойдете, да, встречаться с каким-то представителем закона власти. Так, конфликт нельзя. И здесь нет совпадений. Получается, у вас в этот день может быть обман. Вам надо быть осторожными. Маска. Иногда проигрывается, что мы обманываем. Тоже вот может так быть. То есть вы можете кого-то обманывать. Но если вы не планируете никого обманывать, тогда будьте осторожны. Дальше подкова. Да, вам в этот день будет вести. Поэтому я думаю, даже если этот обман произойдет, по подкове, скорее всего, вы его как-то быстро вычислите. Да, то есть, ну, удастся избежать каких-то последствий. Дальше встреча с представителем закона власти и гармоничные отношения в паре. Вот такие события. Ну, вот эти два события могут быть связаны. Если выпадают прям рядышком, часто проигрываются вместе. То есть тут какая-то история будет, что вы либо вместе встречаетесь с кем-то, либо вот эта встреча с этим человеком как-то будет влиять на пару, да, на вашу. То есть что-то вы будете делать с этим человеком для пары, для своей. Вот как-то так может быть. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Дальше у нас идут девы. Смотрим, девы. События дня, 10 августа. Августа, среда. Так. Ну что, смотрим, девы. Обман. Маска. Кто-то будет притворяться. Якорь. Якорь часто показывает зависание, да, то есть когда мы где-то бросаем якорь и долго находимся, да, в каком-то, останавливаемся. Что-то нас останавливает. Солнышко нельзя уже. Конверт нельзя. Тайное свидание. Какая-то тайная встреча. Обман, тайная встреча. Может быть, вы будете обманывать, втайне будете с кем-то встречаться, да, а какому-то другому человеку говорить, что вы, допустим, не на встрече. Так тоже может быть. Змея. Это встреча с человеком однозначно. Этот человек либо острый на язык, да, то есть, ну, от него идет опасность для вас. Опять же, обман, да. Либо это может быть еще человек по году рождения змея, похож на змею, да, такой высокий, худенький. Может быть еще с медициной связан, да, то есть очень часто змеи показывают медицину, фармацевтику. Любовь, гармоничные отношения в паре будут точно в этот день. Так, хорошо. Сейчас я еще проверю. Строго по горизонтали проверяем, строго по вертикали. Еще крайние карты. Неприятность нельзя соединять. Ну, здесь нет нигде, я не вижу. Получается, у вас в этот день, смотрите, обман может быть какая-то тайная встреча. Вы можете, вот якорь показывает зависание, вот смотрите, да, то есть первая половина дня вы можете где-то находиться в одном месте, не перемещаясь. И в этом месте произойдет обман и тайная встреча, да, вот как-то так. Затем дальше вы встретитесь с человеком-змеей, и все хорошо будет в личной жизни.
вечером точно тогда, то есть последнее событие показывает. Так что, девы, вот такая информация у меня для вас на среду. Вам надо тут с утра быть осторожными, да, то есть какой-то обман и тайная встреча. Не знаю, от вас это будет идти. Если это от вас, тогда, да, вот, ну, как бы нечего опасаться. А может быть, это будет от вас какая-то встреча и обман. Тогда другая история. Благодарю за внимание и перехожу дальше к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку вы найдете под этим видео в описании. Или еще можете оставлять запрос в комментарии. Пишите, мне нужна ссылка на вторую часть, я буду оставлять в комментарии. Жду вас во второй части.